конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном показывает, что они носят защитной характер. И часто причинами выступали доступ к земле, воде, природным ресурсам, строительство транспортной инфраструктуры и незаконное задержание граждан. Что интересно, последний конфликт, который был инициирован 14 сентября сего года, там не преследуется ни одно из этих триггеров. То есть конфликт был инициирован тогда, когда для этого не было никаких подталкивающих факторов. Поэтому здесь появляется очень много вопросов, кому это было интересно, кто хотел это все инициировать и почему это было сделано. Я думаю, что для Таджикистана, особенно для нашего народа, который на своем горьком опыте знает, что такое война, очень важно иметь хорошие добрососедские отношения со всеми приграничными государствами. К сожалению, сегодня Кыргызстан и жители приграничных районов этой страны занимают не совсем миролюбимую политику. Вот уже который день мы наблюдаем обострение в приграничной зоне наших двух государств, которая инициирована Кыргызстаном. До сих пор никак не решается вопрос об отводе военной техники с приграничной зоны Кыргызстана. Все это ведет к тому, что ситуация может еще больше обостриться. Последние события, которые произошли 14 и 18 сентября текущего года, показали и доказали, что наши соседи киргизы грубо и пресекли так называемую красную линию. Я не отрицаю, что в отношениях двух стран есть, как я ранее сказал, так называемая красная линия, и наше государство во главе уважаемого Эмомали Рахмона, мы соблюдаем все нормативы, все так называемые ранние согласованные соглашения и международными актами. Но, к сожалению, киргизская сторона, особенно Камчибек Ташиев, который возглавляет спецслужбу, игнорирует данные соглашения. И вот то, что произошло 14-18 сентября, еще раз доказало это. Я не отрицаю, что любой конфликт имеет неприятные последствия. И никто не заинтересован в правлении для понимания между двух народов, которые вот столько лет уже живут в соседстве. Однако, когда одна сторона нарушает права и интересы другой стороны и пренебрегает нормами международного документа, необходимо и неизбежно принимать меры. То, что сделали наши силовые структуры в отношении наших соседов, киргизов. Вот хочется спросить, сколько еще должно погибнуть людей, чтобы Кыргызстан успокоился? Почему эта страна, с которой мы столько лет жили в мире и согласии, сегодня ведет себя так агрессивно по отношению к стране-соседу? Почему кыргызы не дают возможность делимитировать границу рабочим группам и мирным путем? Неужели вы, кыргызы, видите решение проблемы только в кровопролитии? Мы видим, что в Кыргызстане очень часто не выполняют подписанные соглашения. Это можно выявить посредством примитивного контент-анализа СМИ, посвященного вопросам приграничных переговоров между нашими странами. Почему я так говорю? Потому что у меня есть факты, протоколы совместные, которые были подписаны и в 2013, и в 2014 году, и в 2017 году, и в 2019 году. И последний протокол, который был подписан еще в мае 2021 года, оно в одностороннем порядке не было выполнено Кыргызстаном. Поэтому я думаю, что нужно перейти от слова и подхода ненависти и вражды к более рациональному, цивилизованному пути решения существующих проблем. А это именно дипломатический подход или политико-дипломатический подход урегулирования всех существующих вопросов. К сожалению, официальные лица кыргызской стороны хотят использовать напряженную ситуацию в своих интересах для упора на популизм и лоббирование. Я твердо уверен, что кыргызстанцы не позволяют этим категориям, чей политический путь простираться от уголка тюрьмы до Белого дома, реализовать свои предвзятые цели и поставить под сомнение будущее Кыргызстана. Я уверен, что вот все проблемы, которые сейчас у нас есть на границе, вот в скором будущем они все решатся, и наш народ, и киргизы будут жить в отношении добрососедства.
Почему президент соседней с нами страны называет наше мирное государство врагом? Ведь на территории нашей страны мирно живут тысячи кыргызов, так же, как и на территории Кыргызстана живут тысячи таджиков. Нам с нашими кыргызскими братьями, я думаю, что делить нечего. Важно сейчас остановить это кровопролитие, потому что оно может перерасти в еще больший конфликт, в большие боевые действия, которые потом будет остановить еще труднее. Анализ информационного пространства сегодня показывает, что киргизские СМИ и некоторые эксперты занимаются демонизацией Таджикистана. В этом также свою руку прикладывают некоторые официальные лица, которые создают очень много нарративов, которые в будущем могут моделировать более крупный конфликт. Поэтому здесь нужно учитывать один момент. Конечно, во время конфликта очень много появляются объективной информации, стороны хотят доказать свою правоту, свою невиновность, но учитывая нынешнее положение Таджикистана, мы можем с уверенностью утверждать, что Кыргызстан и отношения Кыргызстана с учетом отношений и с учетом угроз, исходящих из Афганистана, оно для нас считается очень важным. Поэтому обвинения Таджикистана, обвинения в адрес Таджикистана, которые мы наблюдаем со стороны различного уровня деятелей из Кыргызстана, оно не выдерживает никакой критики.